Mambo rock. There's an island in the Caribbean Sea where the natives dance and rock the beat. Like mambo dance in a different way. They do the crazy mambo rock all day. Hey mambo, mambo rock. Hey mambo, mambo rock. Hey mambo, mambo rock. Everybody's doing it, mambo rock. There's an island in the Caribbean Sea where the natives dance and rock the beat. Mambo dance in a different way. They do the crazy mambo rock all day. Hey mambo, mambo rock. Hey mambo, mambo rock. Hey mambo, mambo rock. Everybody's doing it, mambo rock. Вау, какая красота! Вот это Браво! энергия. Ребят, спасибо большое. Артур и Луиза Абаян, спасибо большое, ребята. Так, младшее поколение уходит со сцены. Старшее появляется. Но надо представить, это были Артур и Луиза Абаян, Да. вице-чемпионы по танцевальному спорту Башкирии 2024 года. Да, вот так вот, ребят. Ну, это, я думаю, в принципе, и заметно. Ты видела, сколько драйва, энергии было? Кстати, что за танец Это что исполнили это за сейчас, стиль, ребята? да? Это танец джайв. Это джайв. Да, латиноамериканская программа. Так, ну что ж, почему мы собрались, да, здесь? В принципе, сегодня. 14 Юля, апреля ты в Уфе кого-то пройдут... не с нами, идем. Мне вообще-то здесь надо быть, я Хорошо. не знаю, где ты ходишь, что там. Прости. 14 апреля в Уфе пройдут соревнования по танцевальному спорту «Время первых», и подробности у наших гостей. Да, это Марат Хазиев, старший тренер танцевального клуба номер 1. Марат, доброе утро. Здравствуйте. Никита Урчев и Анна Меркурьева, тренер спортивного клуба номер 1. Доброе утро. Доброе утро. Надо сказать, действующая профессиональная пара, да. мастера спорта России по танцевальному спорту. И это, получается, тренеры той пары, которая сейчас блистала на этой сцене, между прочим. Вот как все сложилось. Да. Ну что ж. Итак, друзья, первый вопрос. Анна, наверное, будет к вам, да, адресован. Танцевальный спорт – это бальные танцы? Какие вообще будут стили представлены, какие возрастные категории? Да, танцевальный спорт – это бальные танцы, это одно и то же. Делится на две программы – латиноамериканская и европейская. И для того, чтобы была более-менее равноценная конкуренция на площадке, введена система классов и также система возрастов. На нашем турнире будет достаточно большое количество возрастов от 5 лет до 60 плюс. Ух ты. Так что Ну, новичок нет. может соревноваться с новичком, а более опытный с более опытным. И чтобы те, кто, да, вдруг проявит желание и захочет прийти, чтобы вы понимали, это не так, что здесь танцует 5-летний, а тут 60 лет. Типа, шел сюда. Сейчас я покажу. Все по очереди Да, все-таки, то да? есть определенная категория возраста делится. А все-таки. чем отличаются ваши соревнования от других, которые проходят в Республике, Марат? Ну, наше соревнование отличается тем, что изначально наша команда уделяет большое внимание организации турнира. То есть это наградная продукция, это подарочные сертификаты, атмосфера, то есть профессиональный звук, свет. Ну и вот касательно профессионального звука, будут же живая музыка, под которую ребят будут танцевать? Да, на нашем соревновании это будет оркестр из города Москвы, Moonlight. Вот, они будут играть у нас в вечернем отделении. Ух ты, Приходите, красиво. смотрите. Слушайте, а вот под живую музыку сложнее танцевать, чем под такой минус заготовленный? Я думаю, не сложнее, а больше, наверное, адреналина, больше кайф получают сами спортсмены. Ну и зрители тоже. Да, танцевать под живую Слушайте, музыку. вот в анонсах мы видели такое объявление. 14 апреля впервые в Башкортостане состоится фестиваль категории Pro M Gold Open Latin. Что это такое, Никит? Да, это молодое направление, которое очень активно развивается по регионам и дошло как раз до нашей республики. И на турнире мы будем представлять эту категорию в первый раз. Это система, когда тренер танцует с учеником. Очень интересное направление. Это получается, ну, так скажем, я человек, который пришел с нуля, Совершенно верно. хочу выступить на соревнованиях. Да, Юля говорит, пойдем. Я говорю, подожди, Анна. Типа, получается так. Совершенно И после верно. нашей пары будет вытягивать Анна. Да, да. То есть по такой системе ученик очень быстро достигает очень хороших желаемых результатов, развивается, вот, и очень зрелищно. Да, красиво будет в любом случае, потому что новичок уже... На 50% в паре Да. уже успех. А что чаще, кстати, вот бывает, что тренер мужчина и начинающий И партнерша, девушка, или да. наоборот? Но пока, конечно, тренер мужчина, да, женщина, тренер ведет да, всё-таки. девушка, она уже... Девушка, я не знаю, как да. бы девушки Но более у нас- решительные или как? Ну, что так происходит? Но у нас как раз есть такая уникальная пара, Анна,
У нее есть также ученик, с которым они выступают, ездят по России. Но есть какие-то возрастные ограничения или как, Анна? Ну, типа, там, 5-летний, Анна, я хочу... Подожди, еще не вырос, или как? Да, есть тоже по возрастам, до 35, до 40. Мгм, то есть разные Да, категории. да, там градации по возрастам. От А как вот 35 до получается? 40 должна быть машина, квартира. И зарабатывать не меньше 200 тысяч, чтобы танцевать со мной. Алло. Очень интересно. Почему вообще стоит прийти на этот турнир танцорам? Что интересного их ждет? За что будет бороться? На самом деле будет очень много призов. То есть у нас, во-первых, эксклюзивная наградная продукция. Вот. Каждый ребенок получит подарки, медали, кубки. Вот. Ну и сама атмосфера на нашем турнире. Но самое-то главное, это же люди приходят не за материальными вот этими делами. Ну, медаль, понятное дело, есть какая-то некая мотивация. Но самое-то главное, это опыт, как вот Юлия сказала, да, который они приобретут. Это же вот именно атмосфера, рядом танцоры. Я вообще, в принципе, советую тем, кто вообще хотя бы немножко интересуется танцами бальными, да, спортивными, это стоит сходить, посмотреть, потому что одновременно на одной сцене выходят дети. Да, разных возрастов, и они танцуют. И вот просто смотришь на то, как они держатся на сцене, это вообще отдельная история. Потому что я когда пришел впервые посмотреть на все происходящее, я думал, если бы я сейчас вышел, даже с ними, я бы там еще потерялся бы и с ума сошел от страха. Но это реально, это очень круто смотрится. Во-первых, они все красивые, все яркие, у всех прически. Ну ладно. Мне этого Не не понять. завидуй. Мне этого не понять, но в целом это очень Слушайте, смотрится. ну вот просто в качестве зрителя же можно прийти на соревнования? Вот, кстати. Да, конечно, можно прийти. Во сколько лучше приходить? Потому что я так понимаю, что соревнования достаточно длинные. Да, самое интересное у нас будет как раз-таки вечернее отделение. Вечернее отделение будет начинаться в 18:30. Вот, и как раз будет представлена живая музыка. И будет- будут как раз уже лучшие из лучших танцевать, Да, правильно? как раз будет категория Про-М впервые в Башкирии. Интересно. Поэтому будет интересно, да. Откуда вообще пришел этот проект? Ну, то есть, как решились так, что будет выходить профессионал танцевать и, так скажем, чайник? Это откуда? Кто это вообще придумал? Ну, я так думаю, что искали давно ли какие- это существует вообще, в Вообще, в России относительно это такое молодое Новое направление, да. И вот начали развивать по регионам, и вот мы уже впервые постарались найти таких партнеров, чтобы почувствовать на себе уже, что это такое. Тяжести танцев с чайниками. Сегодня 8 апреля, 14-го уже турнир. Успевают ли еще зарегистрироваться те, кто хочет принять участие? Да, регистрация открыта на сайте. Также регистрация будет предварительная 13 числа. И участники могут зарегистрироваться непосредственно на турнире самом. А где следить? На сайте Группа. ВКонтакте, группа ВКонтакте. Да, ВКонтакте. в группе А называется она? Dance Manager. Dance Manager. Да. Dance Club У меня к вам номер вопрос. 1, да, вот там можно, в принципе, всю информацию какую-то, которую вы не расслышали сегодня, сейчас узнать. И спорткомплекс «Астра», Ростовская, 16, корпус 1. Там мы ждем Да, все зрителей, верно. У меня просто вопрос. Есть ли такое, знаете, вот как вот у музыкантов, у вокалистов, типа сейчас время басов, теноров не хватает, или там наоборот. Как вообще обстоят вот, в спортивных танцах в Башкортостане? Есть ли какая-то, я не знаю, статистика, что вот девочек больше, мальчиков бы подтянуть бы в танцы? Либо наоборот, мальчиков предостаточно, давайте девочек водите. Конечно же, нам мальчиков не хватает. Мальчиков хватает. Да, в танцах. Но А кто легче поддается танцам, девочки или мальчики? по-разному. Вообще все дети хорошо поддаются танцам. Во сколько лет отправлять? С 3. В нашу Так. школу можно с 3 лет приводить. Арон, сын. У меня просто сын 3 года. Я просто, Есть планы мне у просто тебя? интересно, да, как он будет танцевать, учиться. Если он не очень еще Если- хорошо он ходит. мне- ходит, бегает, он отлично. В этом-то и проблема. А, Что его убегает. еще поймать надо, чтобы на танцы отвезти. Все, итак, друзья, смотрите, если вы задумались о том, что пора ребенку заниматься танцами, то 14 апреля можно прийти, посмотреть, насладиться. Можно привести ребенка. Не только же взрослым же можно прийти посмотреть. Приводить своих детей. Вот этот настоящий праздник танца, феерия, это очень колоритно, это вообще очень крутая тема. Поэтому сходите обязательно, посмотрите, насладитесь этим Ну, еще и процессом. живая музыка. Живая музыка, естественно. И посмотрите, какие красивые люди, да, там будут ходить. Они еще будут потом в костюмах. Они еще будут в костюмах танцевальных, да? танцевать, да. У нас в гостях были друзья, наши гости. Марат Как Хазиев, говорит- старший Да. тренер танцевального клуба номер 1. Никита Урчев и Анна Меркурьева, тренеры спортивного клуба номер 1, действующая профессиональная пара, между прочим, да, которая будет показывать свое мастерство, а также мастера спорта России. Ну и ребята, которых невозможно не сказать, не озвучить их снова, которые открыли наш эфир второй части, это Артур и Луиза Абовян. Ребятам отдельное спасибо. И удачи на соревнованиях 14 апреля. Время первых.